Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Центральноазиатское телевидение. И мы начинаем цикл программ о миграции. В студии наши гости Владимир Изевич Мукамель, ведущий эксперт в сфере миграции, член Российской академии наук, доктор социологии. И Изет Амон, правозащитник, юрист, специалист по миграционному законодательству, и член Ассоциации миграционных юристов, правозащитников. Хотелось бы обсудить сегодня такую тему, как введение новой патентной системы. Введение было ожидаемо, то есть многие мигранты очень ждали введения новой патентной системы, отмены квот. Вот. И хотелось бы обсудить итоги или эти месяцы, этот период в полгода, когда уже эта система работает, как она себя проявила и каковы экспертные оценки. Владимир Ильич, к вам хотелось бы обратиться в первую очередь. В чем была причина или основные причины перехода на патентную систему? Зачем это было сделано? В основе лежит здравая идея, что мигранты должны работать в правовом поле. Основные проблемы, с которыми они сталкивались, это получение легальных документов для занятия трудовой деятельностью, для работы. Действующая система квотирования показалась слишком архаичной и неэффективной. И должен сказать, что еще когда готовилась концепция государственной миграционной политики, это 11-12 годы, тогда Федеральная миграционная служба предложила вообще отказаться от системы квотирования. Но, к сожалению, часть ведомств не поддержала эту идею, и часть экспертов не поддержала. Но именно с этого и начались проработки идеи распространить систему патентов, которая действовала только для работы у физических лиц, и на юридических лиц. Так, тихой сапой, медленным шагом, робким зигзагом, все-таки эта идея была реализована. То есть система, которая была введена в 2010 году для работы у физических лиц, система доказала свою жизнеспособность, и как-то государство или эксперты оценивали ее достаточно эффективно. Вот хотелось бы узнать, каково было мнение. С одной стороны, она позволяла мигранту, если его останавливает на улице полиция, он показывает документ, он легально здесь находится. Но это на самом деле немножко страусиная позиция, потому что мы прекрасно осознаем, что мигранты, получив патент для работы у физических лиц, в подавляющей своей части работали у юридических лиц. Перед полицейским они были легалом, но если их застукивали на рабочем месте, они становились нелегалами. Но это позволяло людям нормально общаться с правоохранительными органами. Это главное. То есть патент, он был нужен для того, чтобы ходить по улицам, но по факту они не могли его никуда применить для работы. Конечно, потому что нет, они могли работать у физических лиц. Но мы нянечками, гувернантками, да, пожалуйста. Подсобными рабочими. Да, сторожами. Но мы проводили в свое время большое обследование, мы опросили 8,5 тысяч мигрантов, и оказалось, что среди тех, кто имеет эти патенты, 2/3 вообще никогда не работали у физических лиц. Вообще никогда. То есть там попадались курьезы. Патент для работы у физического лица, а работает он зам коммерческой фирмы. Понятно. Вот к вам хотелось бы обратиться. А вообще, что мигранты ожидали от введения патентной системы? Наверняка это было же анонсировано, введение вот этого единого патента. Каковы были ожидания мигрантов? Вот у вас хотели бы узнать. Я могу сказать никакие, потому что никто не ожидал введения какой-то новой
патентной системе или их получения никто не ожидал. И никто не предупреждал, например, общество и мигрантов, что что-то собираются вести. Естественно, были разговоры о снятии каких-то квотов на привлечение иностранных граждан, и все были как бы рады тому, что вот квоты снимут, и мигранты без проблем в Москве, в Московской области могут получить разрешительные документы. Но всего этого не произошло. Я просто хочу немножко вернуться назад, полгода назад, да, что произошло у нас 1 января 2015 года. Вплоть до 1 января 2015 года у нас миграционная служба, управление миграционной службы на местах, да, в районах, как бы получали документы на изготовление патентов. Понимаете? И вдруг там 1 января, ну не 1 января, конечно, до 12 января у нас были, После праздников. После праздников, 13 января, у нас выходят новые законы, и все, вступают новые как бы, законы получения разрешительных документов, в том числе патентов. То есть те, кто получили патент в 2014 году и сдали на патент в декабре, да, теперь они все считаются нелегалами. Понимаете? То есть получение патента, это подразумевает под собой неделю просто вот входа туда-сюда, получить документы и каких-то расходов, да, 7, 10, 15 тысяч рублей. И оказывается, все люди, мигранты, которые получили патенты в 2014 году, вплоть до декабря месяца, они стали нелегалами. Понимаете? И проходит какое-то время. И нам говорят, то есть мигрантам говорят, нет. Те, кто получили и заплатили за 3 месяца, патент их не действует до марта месяца. Но после марта уже ничего не действует. После того, как все это произошло, введение там новой системы, да, миграционная служба, единый миграционный центр, многофункциональный центр, как можно их называть, да, в Новой Москве, они не справились с задачами. То есть многофункциональный центр в Московской области или в Новой Москве, они взяли на себя полномочия выдачи документов всех этих районных УФМС. Это огромное количество людей. Люди приходят, даже были случаи как бы летального исхода людей. Понимаете, там. Ну да, это все очень печально. Да. Вот, Владимир Ильич, к вам хотел бы переадресовать следующий вопрос. Вот, чем была осложнена, вот помимо аннуляции старых патентов, о которых говорил Иззат, чем была осложнена новая патентная система, что нового, какие инновации были введены законодателями и как их оценивают эксперты? Ну, какие инновации? Если мы говорим о самой патентной системе, инновации достаточно ограничены. Другое дело, что вводя патентную систему, были приняты изменения в законодательстве, увязывающие выдачу патентов с тестированием, с медицинской страховкой и так далее и тому подобное. И это, конечно, серьезно осложнило. В чем данная сложность была именно вот по тестированию? Там, насколько я знаю, не такие сложные вопросы по русскому языку. Вы понимаете, и вот о чем уже мы говорили, проблема в том, что у нас каждый раз, исходя из лучших побуждений, мы получаем в результате ситуацию, и мы об этом говорили только что, прямо по Черномырдину. Хотели как лучше, а получили как всегда. Основной недостаток это то, что принимается нормальное законодательство, но огромный разрыв между законом и процедурами, и его правоприменением. Это традиция, вообще-то говоря, российская, может быть, вообще традиция постсоветского пространства. Ведь я могу напомнить, что в свое время, когда были введены ограничения на занятость иностранцев в отдельных видах трудовой деятельности, ну, в первую очередь в торговле, мы тоже оказались 15 января, как обычно, после новогодних каникул и 3 месяца ступора.
Это всегда. Никто не знал, что Да, как. да. Потому что не готовы подзаконные акты. ФМС не выпускает, не успевает выпускать инструкции. Работники не знают, что делать. Организация — это самое слабое звено. Другая проблема. Ведь наша миграционная политика, она прямо по-ленински. Шаг вперед, два шага назад. Вводится хорошая, здравая идея, но реализуется по ходу действия, она обрастает таким количеством дополнительных ракушек, что наш корабль начинает стопориться. Да. И вот эти тесты, мы знаем кучу проблем с этими. Вот расскажите поподробнее, что возникает в экспертном сообществе, какие мнения именно по тестам, по законодательству, по истории, по русскому языку? Что думают эксперты? Ну, я не готов говорить за все экспертное сообщество, я могу выказывать только свою точку зрения. На мой взгляд, введение системы тестов на знание языка, истории, культуры — это вообще абсурд. По той простой причине, что если человек приезжает сюда и не собирается здесь адаптироваться и интегрироваться, если он не общается на рабочем месте с местным населением, почему он должен знать больше, чем знает рядовой россиянин? То есть вопросы достаточно сложные оказались, да? Да дело не в вопросах, а дело в постановке, извините за тавтологию, вопроса. А зачем это нужно? Ради чего? Если, Ну, планируется определенная интеграция мигрантов в российское извините, общество, чтобы им было легче если- понять российскую специфику, культуру, законодательство, чтобы они как-то Вы понимаете, свой уровень подняли в этом плане. если приезжает сюда киргизская посудомойка, которая не общается ни с местным населением, а общается только с работодателем, это зачем ей нужны эти знания? Почему мы должны с них требовать? Здесь есть еще одна проблема. У нас нет четких процедур вот подобного тестирования, если вы претендуете на гражданство. А трудовых мигрантов мы требуем. На мой взгляд, это совершенно нелогично. Владимир Ильич, Щас, поправлю щас. вас. Сейчас тест, насколько мне известно, тест на гражданство, на вид на жительство, на РВП, все равно они проходят те же самые тесты, просто немножко более усложненный уровень. Да, но это тестирование было введено даже чуть-чуть позже. Вот Да, это. да. Сначала трудовых мигрантов, а потом граждан. Не надо считать иностранцев совсем неразумными детьми. Мы видим огромный спрос на русский язык в республиках Средней Азии. И по всем исследованиям оказывается, что мигранты понимают прекрасно, что без знания языка они обречены занимать худшие рабочие места. Это один момент. Второй. Вот требования к мигранту лучше всего знает работодатель. Не надо считать, что работодатель глупее тех людей, которые инициируют эти новации. Но работодатель зачастую предпочитает платить недостаточно много, да, мигрантам и заинтересован во многом в нелегальной рабочей силе, чтобы их совершенно они не знали своих прав, не знали языка. Разве не так? Или наши работодатели сейчас заинтересованы в чистой прозрачной схеме ведения бизнеса? Работодатель может быть и заинтересован в чистой прозрачной схеме, но до последнего времени, до введения этой системы, это практически было невозможно. Потому что мигранты в основном заняты где? В малом бизнесе. А малый бизнес не мог получить эти квоты. Если к нему приходили работать с патентом для физика,
Извините, это та же самая нелегальщина. Вы посмотрите, где работают мигранты. В первую очередь, это торговля. Вот вы представьте себе, вы работодатель. Вы возьмете человека, который не знает вообще языка, ну, может, где-то в подсобке, там, в сортировке он еще сгодится. Но главное для него, чтобы этот работник вышел и сегодня на работу, и завтра на работу, и в течение всего срока. Раз уж мы заговорили об экономике, хотелось бы спросить, вот с точки зрения мигрантов, так как вы непосредственно с ними общаетесь, оправдана ли стоимость патента? Вот они сейчас платят 4000 ежемесячно, плюс определенные расходы, которые они тратят деньги на эти тесты, на медобследование. Вот хотелось бы узнать, насколько оправданы те деньги, которые они сейчас тратят на свою легализацию. Если позволите, я закончу свою предыдущую речь, о чем я хотел говорить. Так, что произошло после 1 января 2015 года? В марте, 8 марта, президент Путин подписал закон о действии старых патентов. На сайте ФМС висят разъяснения, то, что мигранты, которые получили патенты, так называемые старые патенты, да, они могут доплатить, кроме 1216 рублей, они могут доплатить недостающую сумму, и эти же 4000. Это 4000 будет. Эти патенты будут действовать до конца срока действия этих патентов. А какой срок был озвучен до конца действия? 12 месяцев. 12 месяцев, да, с момента выдачи. И вот, закон подписан Путиным. Разъяснение на сайте ФМС. Сотни тысяч людей судами были депортированы. Мигранты. Об этих законах не знали судьи. Я хожу в Мосгорсуд, судьи не знают миграционное право нашей страны. Я им объясняю, я предоставляю закон, разъяснение на сайте ФМС, они говорят нет. Мы такого закона не знаем. Вы представьте себе, это так было и до сих пор продолжается, понимаете? Но это вот говорит именно о том, что говорил Владимир Изьевич, об отсутствии исполнения тех законов, которые принимаются в благих целях, а исполнение у нас, когда доходит до них, это совершенно невозможно. Это есть, это, конечно, но у меня другое мнение на этот счет. Я думаю, что пошла некое такое негласное указание сверху. Депортировать. Потому что на данный момент у нас миграционная служба, она не интеграционный орган, а только карающий, наказывающий. Понимаете? То что, когда в 2004 году мы Федеральную миграционную службу создали, да? В 2002 у нас. В 2002. Да, раньше. Да. Ну, если не говорить о том, что, вообще-то говоря, она была создана в 92-м. В 92-м, да. Но это было как бы ведомство под МВД. Да, это было гражданское ведомство. Мы все думали, что все, теперь начинается хорошая жизнь, да, новый процесс, интеграция, все это самое. Но все этого не было, понимаете? Миграционная служба у нас карающий орган. Некий государственный рэкет происходит, понимаете? Они только вот нападают на эти строительные компании, на эти всякие там общественные питания, да? Но если люди там с легальными документами, им нечего бояться, или не понимаете, доказать, что ты не верблюд, в нашей российской правоохранительной системе очень трудно. Могут тебя просто поймать с улицы, дадут тебе метлу и говорят, вот ты здесь работал. Все. Фотографировать и в суд. А в суде с мигрантами никто не будет разговаривать. Есть протокол, да? Есть административное правонарушение, есть фототаблица. Все, домой иди. Никого не колышет, что мигрант, вот сегодня они платят от 15 до 30 тысяч рублей. Это подъемная стоимость для мигрантов? Насколько Конечно. они могут себе позволить Да нисколько не могут. Понимаете, вот мигранты приезжают сюда, вот, например, я буду говорить о таджикских мигрантах, 90% они оставляют как бы залог в банке, берут $500 на эти, у себя в Таджикистане. У себя в Таджикистане. Они приезжают сюда. Но Это- $500 небольшая $500 сумма. Это, просто Это билет же только на самолет. билет. На билет, все. Как они здесь легализуются? Они здесь не хотят легализоваться, они не могут, у них нет возможности легализоваться.
Те, у которых есть родственники, друзья или знакомые, да, они могут там одолжить мне несколько там сумму денег и получить патент и другие документы, да. А у которых нету, а у многих нету, как у нас, да, понимаете, у многих нету этой суммы, поэтому они остаются нелегалами. То есть сама система не дает возможности легализоваться, понимаете? 12 тысяч или 30 тысяч рублей. У кого? Да нету ни у кого, понимаете? Поэтому они приходят сюда, не знают, что делать. Работать они хотят. Но как? Но они могут найти себе работу и уже там из этой суммы оплатить стоимость патента в дальнейшем? Или как, как это делается? Как это Проблема в том, решается? что работодатели теперь не берут никого, потому что штрафы очень большие. Понимаете, 800 тысяч рублей. Никто не хочет за одного мигранта платить столько денег. Но все-таки они становятся нелегалами, они работают, потому что работодателю невыгодно брать на работу российских граждан или граждан с документами, иностранных граждан. Почему? Потому что платить налоги, платить зарплату, там, белую зарплату никто не хочет, потому что невыгодно, понимаете? Налоги просто ломают хребет наших бизнесменов. Поэтому невыгодно никому работать в рамках закона. То, что говорят, это, извините, но это ерунда. Это ерунда, потому что все идет к худшему. Нелегали уже хотят становиться нелегалами, все. Потому что ничего не дает, понимаете? Есть у тебя патент, есть у тебя разрешение, все равно тебя депортируют. То есть у вас были реальные случаи, когда мигрантов выдворяли с легальными документами. Понимаете? Почему они не подвержены широкой огласке? Почему об этом не говорят СМИ? Мы говорим, но кому выгодно? У нас СМИ настроены только на то, чтобы очернить приезжих, очернить мигрантов. Понимаете? Каждый день по первому, второму, третьему каналу показывают, какие они плохие. С вами, боюсь, не согласиться, поскольку это было раньше, до Украины. Теперь все силы направлены именно на украинский конфликт. Немножко вектор отошел от такой вот мигрантофобской риторики. Я не могу с вами согласиться, потому что у нас, как положено, да, у нас украинцы, граждане украинцы, они не ассоциируют себя с мигрантами. Понимаете? Они некие такие белые мигранты, которым все позволено, все дозволено. Понимаете? У нас та группа, которая, можно сказать, да, с риском, это вот мигранты из Центральной Азии. Это Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. Ну, Киргизия недавно вошла в таможенный союз. Владимир Ильич, что вы думаете по поводу вхождения Кыргызстана в таможенный союз и как это отразится на положении киргизских мигрантов? Я думаю, что им станет существенно легче. Естественно. Ну, дело в том, что, скажем, в России работает много белорусов. Но белорусы пользуются теми же правами, что и российские граждане. Они даже не учитываются Федеральной миграционной службой. за счет союзного государства. Да, за счет союзного государства. Ну и в ЕРЗ тоже предусмотрены преференции. Я единственное, с вами бы не согласился по нескольким позициям. Вот то, что вы говорите, работодатель не заинтересован брать россиян, потому что приходится платить налоги и так далее и тому подобное. Дело в том, что работодатель все равно точно так же и с российскими гражданами. Многие российские граждане, особенно в малом бизнесе и занимающиеся неквалифицированными работами, точно так же они не имеют трудовых договоров, точно так же они получают зарплату в конвертах, точно так же, как мигранты. Работодатель скорее заинтересован в легализации. Совершенно правильно вы говорите, штрафы громадные. Или можно их обойти, эти штрафы, отделаться, как мы знаем, договориться. Но это все равно деньги. Да. Я бы особенно не кидал камень в Федеральную миграционную службу, потому что руководители Федеральной миграционной службы прекрасно понимают проблемы. Но возможности ведь их ограничены. Это служба. Они выполняют то, что они обязаны делать. Федеральная миграционная служба подчиняется напрямую президенту. Миграционная политика России – это президентская политика.
Точка. Понятно. Могу ответить, да? Да, Конечно. конечно. Понимаете, я согласен с вами полностью, но, знаете, миграционная служба, она была создана для того, чтобы урегулировать миграционные процессы в России. Что подразумевает под этим словом? Регулировать. Когда директор миграционной службы, господин Рабадановский, выходит и говорит, мы снизили поток приезжих, поток мигрантов в Россию. То есть задача миграционной службы состоит в том, чтобы уменьшить количество приезжих мигрантов, или что? Или интегрировать их, или сделать так, чтобы доступны были эти разрешительные документы, которые выдает миграционная служба. Да нет же. Все идет наоборот. То есть миграционная служба некий такой орган для наказания вот этих бедных мигрантов. Понимаете? Вот о чем речь идет. Мы бы хотели интеграцию, чтобы эти документы были доступны, чтобы их легализовать, а не как бы бросать их в тень нелегалов. Понимаете? Но этого же не происходит. Что происходит на улице? Чем занимаются наши миграционные службы? Они ходят по этим строительным компаниям, по другим объектам, да, по центрам общепита и нападают на этих мест. Забирают оттуда мигрантов, легалов, нелегалов, разницы нету. И оптом их выдворяют. То есть составляют административные дела, приводят, как у нас положено в судах, их вообще никто не спрашивает, их мнение вообще никто не спрашивает, понимаете? И многих отправляют в спецприемник, понимаете? Это В Сахарово, да, Сахарово, вот, да. где и они получают патенты, где они заканчивают свой путь в Россию. Да, Все в свой одном путь в месте. России. Понимаете? И что интересно, что когда их выдворяют, когда их помещают туда, спецприемники, как бы изымается у них право обжаловать решение суда. Им не дается это право. Понимаете? Я хожу туда, меня сотрудники вот этого центра избивают. Я требую встречи, я адвокат, я правозащитник, требую встречи с мигрантом, они мне не дают. Понимаете? То есть там режим намного труднее, намного строже, чем в СИЗО получается? То есть как бы в тюрьме, хуже, чем в тюрьме? Я думаю так, потому что иначе никак. Знаете, у них нет права обжаловать решение суда. Понимаете? Мы обжалуем решение Ну то есть, суда по ним. правильно сказать, у них нет его де-факто. Де-юра-то оно у них Юра есть. у них есть. Но кто возьмет с них вот это заявление, вот эту жалобу? Нет Кто процедуры. принесет их в суды? Понимаете? Их никто, да, вообще их не слышно там. Понимаете? Это спецприемник. Они просто правонарушители, они не уголовники. Они не должны содержать их в таких условиях, ужасных условиях, понимаете? А расскажите подробнее, какие там условия и с чем сталкиваются мигранты непосредственно вот в этом центре, в деревне Сахарово? Их содержат в ужасных условиях, я об этом уже говорил, я об этом писал, я обратился к начальнику ФМС России, да, и к президенту Таджикистана. Понимаете, человек нарушил, да, приходится как бы внести какие-то наказания, да, но, понимаете, административное правонарушение, оно отличается от уголовной, понимаете, их содержат в тюремных условиях, понимаете, то есть вход, выход, встречи с родственниками, встречи с адвокатом не разрешается начальником этого центра. Даже встречи с адвокатами разрешаются? Нету. Меня, адвоката, избили, потому что я требовал встречу с моим подзащитным. Выгнали меня. Иди вон отсюда. Почему? Потому что если мы обжалуем, тогда они должны, вынуждены будут отпускать их оттуда. Понимаете? Им невыгодно. Но вы уверены, что суды примут их сторону, даже если вы обжалуете? Нет, конечно, не примут, потому что Но это шанс есть. Шанс есть, но это право, это не шанс, это право, их право. А потом суд решает, оправдать его или нет. Но все-таки они не имеют права обжаловать. Вот в чем вопрос. Законное конституционное право обжаловать решение суда у них нету. Вот в этом центре. Вот в чем Но вопрос. у них есть там право получить патент в этом центре, насколько я слышал. С какими нарушениями сталкиваются именно те мигранты, которые хотели бы там легализоваться? Вот хотелось бы услышать ваше мнение, информацию. Понимаете, во-первых, вот сумма, стоимость этого патента, стоимость разрешительных документов, в том числе вот этого сертификата на знание русского языка и медицинских страховок, намного завышена, понимаете? И когда мигранты получают, то есть российские органы дают право этим центрам выдавать страховки, многим центрам, да, и сертификаты.
Мигранты получают эти документы, приходят туда, а инспектор, который там сидит, говорит, а вот эта бумажка твоя, никуда не годится. Иди вон туда, куда я тебе скажу. Почему они так делают? Потому что бюрократия, потому что коррупция. Понимаете? Потому Они что хотят больше денег для этих центров, да? Я так понимаю? есть договоренность, я думаю, что есть договоренность между вот этими компаниями, которые обслуживают этих центров. Они отправляют наших мигрантов туда, иди туда. Вот то, что ты получил, это не действительно, это У незаконно. мигранта нет выбора. Нету У него выбора. только один путь. В аффилированную компанию. Компанию, которая как бы обслуживает, так скажем, этот центр. Своеобразный Да. такой единый посредник, Да, который там сидит. Да, да. И, понимаете, вот в чем интересно, вот загвоздка здесь. Мигранты платят, мигранты ходят, получают все документы, да. А вот в последнюю минуту, да, так скажем, они должны получать смс о том, что у них патент готов, да, для них патент готов, они могут прийти. Вот последнюю минуту они приходят, им готовят. Вы извините, мы вам не можем выдать патент. Почему? А у вас запрет на въезд в Россию. Так, как это? Получается, я То есть он заплатил. въехал и с запретом на въезд, Он как не- это может никто быть? не знал. Он заплатил 30 тысяч рублей. И в конце концов он понял, что он нелегал. Ему запретили въезд в Россию. А То есть в почему? процессе оформления документов ему Этого запретили? никто ему этого не говорил. Понимаете? Вот после того, как он прошел все процедуры, это неделя, 2 недели, да, беготни туда-сюда, да, и столько суммы он потратил, да. И ему говорят, ты у нас нелегал, оказывается, ты у нас правонарушитель, оказывается. А кто ответит за эти 30 тысяч рублей, которые мигрант уже заплатил органам? Вот в чем проблема. Вот это я называю я государственным рекетом. Понимаете? Должна быть именно процедура выдачи этих денег. Понимаете? Чтобы у... Своеобразный возврат. Конечно. Этого нет. Скажу больше, это должна быть не процедура выдачи, это должна быть четкая процедура судебного обжалования такого рода решений. Все правильно. Но это нигде не прописано. Понимаете? И никто за это не отвечает. И некому обратиться, понимаете? Некому. Куда обратиться мне? Вот я заплатил страховки, да, за сертификат разным органам, разным обслуживающим центрам, да? А кому? С кого мне требовать? Ну, наверняка есть правозащитники. Вот ваша ассоциация сейчас очень имеет большой вес и участвует во многих советах. Наверняка правозащитники, юристы, которые работают в сфере миграции, могут помочь мигрантам в данном вопросе. И насколько это возможно сейчас в нынешней ситуации? Ну, к сожалению, проблема у тысяч мигрантов. Мы одна ассоциация маленькая, которая состоит из 10-15 правозащитников, не могут помочь миллионам мигрантам, понимаете? Но вот правонарушение происходит каждый день. Рэкет происходит каждый день. Со всеми этими явлениями группа, организация или какой-то орган не может бороться, понимаете? Мгм. Это проблема системы. Вот о чем я говорю. Вот как раз хотел бы обратиться к нашему эксперту. Как, по вашему мнению, нужно выходить из сложившейся ситуации? Что мы можем предпринять, вот экспертное сообщество, правозащитники, общество в целом? Что мы можем сделать, чтобы ситуацию поменять, ну, как бы развернуть в сторону и к людям, чтобы было и легче и мигрантам, и работодателям, и, соответственно, вокруг большинство были довольны ситуацией. Потому что, насколько я знаю, никто не доволен ни миграционной службой, ни миграционной ситуацией, ни эксперты, ни сами мигранты. Вот что нужно сделать, чтобы выйти хотя бы в таком небольшом секторе, как миграционное законодательство, миграционные отношения, вот, из данной ситуации? Ну, должен сказать, что ситуация недовольна и сама миграционная служба. Они сами говорят, давайте вот в таких-то казусах создавайте прецеденты, идите в суд. Они сами подталкивают, причем на протяжении уже нескольких лет они четко эту линию проводят. Потому что есть какие-то правовые коллизии, лакуны в законодательстве, отсутствие четких процедур, они говорят, суд. А разве суд может восполнить эти дыры? Нет, суд не может, но он может принимать решения, а дальше это уже будет легче действовать адвокатам.
Возвращаясь к поставленному вами вопросу, давайте разграничим то, что вот, в наших силах, и то, что мы не можем сделать. Что мы не можем сделать? Мы не можем создать адекватную судебную систему, которая могла бы существенно помочь решению всех этих проблем. В нормальном обществе 90% проблем решается в судебном порядке. Если вы не против. Что мы можем, точнее, что мы еще не можем? Мы не можем изменить общественное настроение. Мы знаем прекрасно, что российское общество достаточно ксенофобно и выказывает преимущественно негативное отношение к мигрантам. В первую очередь представителям так называемых видимых меньшинств. Это не только Средняя Азия, это и азербайджанцы, Ну, Кавказ. да, и Юго-Восточная Азия, Китай, Вьетнам. Что мы не можем изменить? Да, но это означает, что политики не могут не учитывать эти настроения. Отсюда и вся наша миграционная политика. Повторяюсь, шаг вперед, 2 шага назад. Но разве данные настроения, они не подогревались СМИ? И это не их рук дело, собственно говоря? Ну, это не только СМИ, это и депутаты. и массовая культура, и лица, принимающие решения, и все ветви власти, все ветви власти. И законодательная, и исполнительная, и судебная. Что мы можем? Что в наших силах? Мы можем акцентировать внимание на этих вопросах, заниматься просвещением, в том числе и лиц, принимающих решения, в том числе и наших зрителей. Мы должны выступать с инициативами о ликвидации правовых, процедурных лакун. Да, мы это можем. Мы должны четко продвигать идеи, что наша российская миграционная политика, основные ее проблемы — это проблема адаптации и интеграции мигрантов. Но это не значит, что все мигранты, как предполагают законодатели, должны быть докторами наук. Историками или юристами? Да. Не обязательно каждый из них должен владеть языком Пушкина. А нужно ли как-нибудь работать с принимающей стороной, с россиянами? Как-нибудь, может быть, какие-нибудь уроки, я не люблю это слово толерантности, а уроки интернационализма, какие-то межконфессиональный, межнациональный диалог, что-нибудь в этом роде? Как бы вы это ни назвали, толерантность, борьба с ксенофобиями, это, в общем-то, понимание. Интеграция, адаптация, интеграция мигрантов невозможны без работы с принимающим населением. Это встречное движение. Не только мигранты должны быть готовы к тому, чтобы их нормы поведения не слишком выделялись в местном сообществе. Но и местное сообщество не должно понимать людей иных традиций, иной культуры. И в этом отношении, когда мы опрашиваем и принимающее население, и мигрантов, и те, и другие, люди, вообще-то говоря, мудрые. Они говорят, главное — контакты, непосредственное общение. А те меры, которые ориентированы на изоляцию мигрантов, они препятствуют интеграции. А это значит, что создается напряженность в обществе.
Понятно. Ваше мнение, Да, я бы Изат, хотел вот добавить. что нужно изменить, что мы можем сделать, чтобы вот хоть как-то, что в наших силах, или, может быть, то, что Надо мигранты... исходить, я понял вас, и надо исходить из того, что страна нуждается в мигрантах. Это уже все знают, президент Путин неоднократно говорил об этом, и никто не собирается закрывать ворота России. Так что нужно для этого сделать? Я думаю, что нужно помочь мигрантам, приезжим сюда для работы, те, кто действительно хотят работать, легализовать их. У нас вот в 2013, да, кстати, вот законодательно, все законы у нас решают. Вот посмотрите, у нас два закона, вот ФЗ 114 от 96 года и ФЗ 115 регулируют въезд, выезд из Российской Федерации иностранных граждан. Да посмотрите на эти законы. Столько дополнений, столько изменений, столько противоречий, столько коллизий в этих законах, что сами законодатели не могут разобраться, чего они хотят. Понимаете? Поскольку у нас миграция новое явление, там 15-20 лет, да, у нас нету специалистов в этой области. Суды у нас не разбираются, они не понимают, понимаете? Вот сферу направления миграции суды у нас не понимают. И у нас, поскольку коллизия в законах, происходит беспредел. Поскольку у нас самая уязвимая группа – это мигранты. Это большинство неграмотные люди, у которых есть документ, но в судах они не могут доказать, что они не верблюд. Понимаете? Что нужно, чтобы поменять сложившуюся ситуацию? В первую очередь на законодательном уровне надо менять. Вот этот порядок въезда надо менять. Во-вторых, надо провести амнистию по отношению к мигрантам, у которых запрет на въезд. Потому что многие попали под запрет без какой-либо причины. У нас есть постановление правительства, кстати, об этом я хотел говорить, да, 92 года о территориях с регулируемым посещением или регламентацией посещения. Ну, понимаете? своеобразные закрытые территории, Закрытые территории, по понимаете? разрешению ФСБ. По только. разрешению ФСБ. Постановление от 92 года, понимаете? Может быть, в советские времена в этой территории были какие-то объекты, которые... А сейчас нет таких закрытых Их объектов? таких нет, понимаете? Я ездил по этим территориям, нету ничего. И нету никаких знаков, что иностранцам доступ или вход в эти территории, да, эти города запрещены. Тупо их просто поймают, где-то на дороге, где-то на машине, где-то в поезде, говорят, вот ты въехал, все, у тебя депортация. Но никто же не предупреждает мигрантов, что туда въезд вам запрещен. Понимаете? Кирпич не стоит. Кирпич не стоит нигде. Поэтому сотни тысяч людей вот из-за этого постановления 92 года, который до сих пор не отменен. Вот, кстати, ассоциация наша уже собирается подать запрос вот на постановление. Мы хотим выйти на уровень Госдумы, чтобы отменили постановление 92 года, которое не работает уже, понимаете? Потому что сотни тысяч людей именно по нарушению вот этого постановления были депортированы. Вот если создать некие условия для интеграции мигрантов, я думаю, все будет лучше. Потому что мигранты из Центральной Азии в России, они не, как сказать, они свои, они не чужие. Поэтому вот я не соглашусь с вами, что вот общественное настроение, были проведены несколько опросов, да, показали, что они у нас не очень-то хорошо относятся, как бы население по отношению к мигрантам, но знаете, живя здесь в России 15 лет, я пришел к такому выводу, что российский народ, в том числе русский народ, очень хорошо относится к мигрантам, очень уважительно. И в том числе население Средней Азии. Они приезжают сюда, почему? Потому что они знают язык, культуру. Они являются носителями российской, русской культуры. Поэтому они сюда приезжают, потому что русские для них не чужие. Не надо оторвать их. Понимаете? Вот СМИ каждый день муссируют. Они такие, они сякие, они плохие. Да это просто, знаете, создают такую атмосферу. А как обстоит дело по факту? Ведь многие руководители МВД и руководители ФМС озвучивают страшные цифры.
что мигранты до 50% нарушений, до 50% преступлений совершают. Владимир Ильич, ваша экспертная оценка, насколько это правда? Ну, и руководитель Федеральной миграционной службы, и министр внутренних дел, точнее, все министры внутренних дел, я знаю минимум 3 замминистра внутренних дел, которые все время говорят, преступность среди иностранцев это 2,5–3,5%. А сколько, давайте сравним тогда уже, чтобы точные цифры были, сколько процентов мигрантов от населения, чтобы понять, насколько преступность среди них велика? Ну, если учесть, что у нас в каждый момент времени на территории России находится порядка 11,5 миллионов иностранных граждан, а в стране живут свыше 140 миллионов, ну вот можно посчитать, что по идее эта преступность должна была бы быть на уровне 8, скажем, 9%. Проблема в другом. Руководители, особенно на местах, они сейчас говорят очень четко, и к ним не придерешься. Я вспоминаю в свое время руководитель ГУВД Москвы, он говорил, цитирую буквально дословно, да, в Москве мигранты, их преступность порядка 40%. Но добавлял, но не надо думать, что это исключительно иностранцы. Это российские граждане, в большинстве своем приехавшие из соседних с Москвой областей и чаще всего недавно вышедшие из мест заключения. А почему происходит такая подмена понятий? Вот сейчас они говорят еще более осторожно. Они говорят приезжие, потому что здесь уже к ним не придерешься никак. Приезжие, это и житель Тулы, и Рязани, и кто угодно. А так, понятно, что в отдельных видах преступления, там, конечно же, может быть чуть-чуть выше отдельные виды преступления, совершаемые иностранными гражданами. Понятно, что если вы захотите нанять киллера, то вы возьмете его не из соседнего подъезда, а желательно из-за границы. Вам будет проще, ему будет проще, всем будет хорошо. Так что понятно, что преступность среди мигрантов в целом ниже. Хотя в отдельных видах преступления может быть. Но почему об этом не говорят? Ну почему? Почему об этом Ну, не почему? говорят, Об что этом преступность среди мигрантов по статистике той же самой МВД ниже, чем у принимающей стороны? Почему эти цифры используются? Скажу, да нет, но об этом говорят. Другое дело, ну, понимаете, масс-медиа неинтересно, что собака укусила человека. Вот если человек укусил собаку, это интересно. Точно так же, ну что, здесь нет новости. Нет новости. А вот сказать, что вот процент изнасилований в Москве выше среди иностранцев, да, конечно. Я просто, об этом не говорят. я могу добавить к тому, что сказал коллега. Какая разница, кто совершает преступление? Преступник, он не является преступником, все, он иностранец, он как бы российский гражданин, да? Преступник. По отношению к преступнику надо завести уголовное дело, посадить его в тюрьму. Но не надо вмешивать преступника к огромному числу людей, которые приехали сюда. Просто работать и зарабатывать денег. Почему? Потому что их правительство там, на местах, не обеспечивает их работой. Ну, это должны и сами люди в первую очередь шевелиться и обеспечивать себя работой. Здесь есть еще один момент. В свое время пресс-секретарь ФМС, правда, уволенный за не очень адекватные высказывания, он говорил,
Да, есть преступность среди мигрантов, но 70% это административное правонарушение. Но административное правонарушение, насколько я знаю, это не преступность. А вот Как можно так вот, подменять вот понятие? Вот так. Ясно. Я хотел бы поблагодарить наших уважаемых участников, экспертов, правозащитников. Большое спасибо. Поблагодарить наших телезрителей за внимание. Надеюсь, мы продолжим цикл наших передач, посвященных миграции. Спасибо вам большое. Всего доброго.